Минздрав Коми готовит новую программу по льготному лекарственному обеспечению. О планах ведомства рассказала замминистра здравоохранения Коми Елена Бударина на сессии Госсовета. Нововведение позволит пациентам получать льготные лекарства не только в государственных, но и в коммерческих аптеках. Мы будем предоставлять субсидии из республиканского бюджета аптечным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием отдельных категорий граждан услуг по обеспечению лекарственными препаратами. В этом году профильное министерство Коми закупило лекарства и медицинских изделий на 1,5 миллиарда рублей. По федеральной квоте отработали 105 тысяч рецептов, по региональной – 432 тысячи рецептов. Как отметила Елена Бударина, по сравнению с прошлым годом средняя стоимость льготных предписаний выросла на 14%, а лимит денег, выделенных из республиканского бюджета, сократили на 73 миллиона рублей. Дополнительную финансовую нагрузку оказала и борьба с ковидом. В 2021 году для закупок лекарств для обеспечения больных с НКИ было выделено 154 миллиона 765 тысяч рублей. Это для круглосуточного стационара и амбулаторно-поликлинической помощи. Это я говорю региональный бюджет. Для организации закупок лекарственных препаратов, лечения пациентов с НКИ в условиях круглосуточного стационара следующим траншем было направлено 58 миллионов 520 тысяч рублей. Минздрав Коми попросил главу республики Владимира Уйба о дополнительном выделении 100 миллионов рублей для лечения пациентов, получающих терапию амбулаторно.